А? Пидеха клубника. 1000? Клубники целый бум. А у вас, девочки, сколько? 1200, 1100? Перец 200. Рубить надо, утро вставать. Почем ведро? 1200. Сколько? 1200. А сколько эти? 200, 150, 50. Так, крылышки 150, да? А грудка? 300. Каждому так отдал. Дела, не говори, да, я отдал. Горох, какую цену у тебя? 300 рублей килограмм. Анна? А брокколи и цветная? 150, цветная 100 рублей. 100? Кабачок? Кабачок? Посмотрю я, какой размер. Большой? А это 50 рублей. Это 50 рублей. Редька 50, а этот болгарский? Это 40 рублей. Еще время, килограммом 250, 220 такого. А пекинка 40 рублей, да? Это 40. Лариса, И свежие 40, да, капуста? Ага, спасибо большое. это берешь ты? А, вот за 20 рублей, да. Клубника почем? 950? 1150? Öyle ona bak. Sana Мал булочка. Что снимает добавить? 250. Почем огурцы наши? 25. Так, хохлец без... Алина, что еще? Доброе утро. Добрый. Как дела? Нормально. Мама как? Салам алейкум. Нормально, спасибо. Не забудешь, привет передай. Спасибо. Картошка твоя? Да. И сколько? 60. 60 свежая, да? Дорога. Гагаш. Мира, он да mı? Доброе утро. Как дела? TikTok снимаем или что снимаем? YouTube снимаем. Снимай оригинал. Тебя снимать? Не хочешь? Откуда вы столько огурцов сегодня?
собрали. Это трое только руками занимаются. Весь рынок в огурцах. Сколько сейчас? 25. Это уже грунтовые или тепличные? А? Тепличные. Тепличные? А грунтовых же нет. А? Вы сажали, по-моему. Я, да. Так нет. А? Грунтовых пока нет. А что так много А есть? что вы, ТикТок или Ютуб? ТикТок нет, Ютуб, да. Свой. А барыш? Сюда иди 1 минут. Почем, ребята, ваша картошка? 60? А мелька? 50 Сколько картошка? 60, 50, 40 кило. 50, 40, 60. Есть якийсь корт? Ні, поки гамчань. Мелкий есть цветок. А? Холод есть, короче. Это же мята? Да. И сколько мята? 50. Отлично. 1100 300 грамм нахал, да, делал шида. Сахши, хули, а завтра сахши. Федершин клубника. А? Федершин 100 рублей, değil, 200 кило. кило 200, да? 100 рублей, değil. Где завтра, алдарас. Короче, на рынке. На рынке клубничный бум. 1100 где хочешь, нет? Для варенья. Ведро вместе. Клубника 250. А черешни федершин вы? Черешня 250 килограмм, клубника 250 килограмм. Сколько такая черешня? Такая 300, да, черешня? Вот такая 400, это одна 400, Это остальные даже 300. 400, да? Sonra yaşa şi şey даже кихазник doğru kihazник. Bu var binayet. А клубника федих я рожь? Ведро 300. С ведром, да? Да, алырых ведро. Кудеться, да? Так, друзья, пока мою клубнику совсем не поели, видите, сколько уже съедено. Покажу вам, еще не сделала, ну, распаковку, правда, там ничего такого я не купила, но все-таки покажу чуть-чуть попозже. Потому что мне нужно еще управиться, я корову даже не доила, поехала. Вот таких вот 3 ведра клубники, ну, видите, даже отсюда потаскали. Клубника очень вкусная, ароматная, прям запах такой стоит. Я, конечно, сейчас, наверное, многих соблазню. Купила вот 3 ведра. Ну, одно ведро мы действительно просто поедим, я взяла поэтому. А из 2 ведер, наверное, ведро компота. Из ведра компот сделаю в этом году, так захотелось. Именно в банке сделать компот. А из одного сейчас подумываю, не знаю, или джем делать, скорее всего джем, потому что клубника немножко крупная. И вы знаете, там была такая мелкая клубничка, прям вот, как он сказал, земляничная клубника. Но сначала я пожалела, что не купила, но сейчас думаю, все-таки правильно, потому что сегодня я собираюсь нежданчиком получилось ехать в гости. Поэтому я бы не управилась со всем этим за один день, так что, может быть, еще будет. Просто хочу еще и варенье сварить. Вот так вот.
Денежку мне прислал с Москвы сын. Ну, я ему вчера говорю, я говорю, клубника скоро закончится, у меня денежек нет. И он мне вчера прислал на карту деньги, и у меня получилось купить клубничку. Вот так вот. Пока мы еще не всю ее съели, снимаю. Сейчас позавтракаем и покажу я, что еще купила. Так, друзья, как я сказала, у меня времени сегодня было в обрез. Сыну моему надо было сегодня ехать. Вы знаете, у нас есть так... Была раньше, сейчас еще не так. А раньше, вот в мои года, еще раньше моих, у нас было такое, вот наши знают, что это такое. Белхи называлось. Короче, собирались родственники, друзья на... Ну, кто, например, построится что-то, или крышу покрыть, или вот женщины собирались, чтобы штукатурку сделать, или раньше же глиной мазали, или глину первую мазать. Взаимопомощь вот такая вот, чтобы не платить рабочим, потому что, сами знаете, раньше, в принципе, трудно жили. А сейчас, получается, мы возвращаемся к прежним временам, потому что все очень дорого, и поэтому вот так вот стараются люди друг другу помогать. И сегодня мой сын тоже поехал помогать своему другу, вместе работают они. Он должен был поехать, и поэтому, я говорю, в воскресенье сегодня собиралась много дел сегодня с ним сделать. Но так получилось, что ему надо ехать. И он буквально меня на полчаса повез на рынок, чтобы я купила клубнику. А это просто по пути быстренько купила и покажу, не буду долго. Который Ибрагим благополучно съедает. Да, Ибрагим, сейчас я тебя засвечу, давай. Ты уже съел там больше полведра. Так, короче, помидорки. Взяла мало, потому что сегодня было воскресенье, видимо, завоз, и они подорожали. 130 рублей. В тот раз по 100 рублей были. Но мы уже сделали салатик, поели, правда, было чуть-чуть побольше. Огурцы, правда, дешевые, 25 рублей. Взяла 4 килограмма, но тоже много не стала брать, потому что мне еще на днях надо будет ехать на рынок, уже, наверное, закупаться по-другому. И вообще вот эти вот вещи, они каждый день же дорожают, овощи, картошка, морковь, ой, дорожают, дешевеют, поэтому много брать не стала. Купила картошку по 60 рублей, она очень разваристая, вот я знаю, что вот именно вот такая вот картошка длинная, она очень разваристая, местная. Купила ее по 60, как я сказала, морковь была тоже по 60 рублей. Свекла была 65 рублей, купила на салатике. Лук 50 рублей. Помидоры я сказала. Все, больше ничего не покупала. Все, теперь Ибрагим будет монтировать мой ролик дальше. Ну вот, друзья, собралась я ехать к Соловке. Жду такси. К сожалению, сын не смог меня отвезти. Он еще не пришел с Белхи, как я сказала. И сейчас мы поедем с вами в гости к моей Заловке. И там я тоже поснимаю, наверное. Ибрагиму опять не здоровится, не может со мной приехать. Хотела, чтобы он нас снимал, но он у нас летом немножко получается больной. У него аллергия сильная, глаза на солнце вообще не может выходить, слезятся. Поэтому буду сегодня тоже без оператора. Ну, поедемте со мной. Снимать дорогу не буду, потому что на такси мне неудобно будет снимать. Короче, я приехала. Ши, ляж, мен ляж. Так хейли, халха хан. Нет, я решила снимать режим. Так, это, короче, Ну, сафелиш дыш. Dik haldin. Ну, биш. Maşallah. Я резко. Там, да. ما يقدرش ياخد شيء حي الناس اللي ما عنده الناس. Это мои головочки. Это две младшие. Так, это самая старшая, это средняя, получается, хозяйка. Сейчас поищем хозяйку. Юахша, ревизор. Ревизор Юахша. Так, это племянники моего мужа, хозяева. Это хозяйка дома. А что, Усхай? Добрый день. Собрала нас сегодня. Это невестушка наша. Всем привет. Вот так вот. Это наша племяшка, стеснительная.
Ой, мы, короче, в средних очелках, если что. Пошла дальше. Пошла пить чай. У нас жара так, 40 градусов, я их удимовцу, хачазы. Чё я их? Hey, so I should take him out. Should ما قد دوغ الآن مسكر الآن مسكر متى بخابها؟ ها. تخصون سبسة هذا الكونسرت. Пригласите. Да, да, тхомлам дуа, да, муса. Марфа в своем репертуаре. Мяш голченький. هقول ديالتو هقول ديال الله عندك هيك давай ديك شنو تاخذش совсем كاسمي يا مشاتش صدق ديالك ما يخريوش سيسر ايش ديال الخرط خاصك صراحه تشيت пробежать. Ну вот я дома. Смотрите, как расцвели мои пионы. Полностью все уже красавицы вот такие вот. Жалко, они быстро увядают. Вот. Снимаю, не заходя в дом, пока еще они есть. Скоро гортензия зацветет. Розочка желтенькая хочется цвести. Видите, хризантемы вроде бы некоторые получше, некоторые вот такие вот. Так, эта розочка не зацвела, лаванда хочет зацвести. Ну, конечно, у меня палисадники последние годы тоже точно так же, как и огороды, не очень важные. Но так, вот розочка моя. Это немножко приболела. Я их от тли попрыскала вчера, по-моему, опрыскивали позавчера. Но что-то все равно сидит еще. Вот так вот. Это у меня вьющаяся роза. Лилии скоро зацветут. Когда-нибудь я зимой сделаю нормальный, наверное, палисадничек. Тут я траву гербицидом обработала. Уже выгорела, надо будет ее собрать теперь уже. Хорошенечко. Потому что здесь никак, если даже есть коса, по этому гравию не скосить. Поэтому прошлась гербицидом. Ну все, пойду переоденусь и буду заниматься клубникой своей. Так, и друзья, у меня много бывает вопросов, или просто пишут, как вы это успеваете, что вы делаете. Вот я вам хочу показать, что и как я успеваю, прям как есть картинку. Короче, вы видели, что я была уже на рынке с утра, потом управилась по дому, я даже на рынок ездила, корову не доила. Потом приехала с рынка, подоила корову, позавтракали, посуду не убирала, как видите, вот только начала, тут посуда, снимает у меня сегодня оператор, поймала его. Почистила клубнику, но я не стала снимать, быстро почистила клубнику. Дело в том, что после того, как я приехала с рынка, как я уже, по-моему, говорила, мне сказали, заловка, что мы собираемся в нашей заловке. Я это узнала только уже после того, как приехала с рынка. Я бы не поехала и клубнику бы не покупала, если бы знала, что мне надо ехать. Я думала, что успею до 2 часов
справиться с клубникой, не справилась, не успела. Почистить успела, просто перебрать и убрать с них эти, ну, зеленушки эти. Все, поставила в холодильник и поехала. Приехала сейчас. Опять попили чайку. Сколько бы в гостях не быть, все равно, когда домой приезжаешь, хочется чаю попить. И как видите, я до отъезда начала было мыть банки, не успела. Сейчас помою посуду и вот показываю вам, как есть, потому что действительно много чего, просто не успеваю. У нас сегодня такая жара, только что прошел небольшой дождичек, и поливать надо. Вчера была на концерте, опять там, короче, все у меня стоит. Не успеваю, если честно, очень много чего не успеваю. Все-таки такой объем всего для одного человека, это слишком много. Раньше справлялась, потому что были дочки дома. Сейчас не справляюсь. Сейчас я быстренько помою посуду. И да, еще, если бы я эфир сегодня не поставила, я просто обещала своей подружке Иришке поставить, что сегодня, обещала вчера, на субботу. Но концерт, поехала на концерт. И сегодня не могу ей дать данное обещание, не сделать, потому что в рабочие дни она не успевает, а у нас большая разница в часовых поясах. Поэтому для Иришки сегодня сделаю эфир, поставила на 7 часов. И немножко сейчас до 7 часов нужно с клубникой справиться, она у меня просто пропадет. Ну и посуду не убрать тоже не вариант. Сейчас быстро помою посуду, поставила кипятить воду, банки промыла, буду делать компот. И надо будет что-то с вареньем или варенье, или я вообще-то собиралась сделать такой густой джем, повидло, чтобы в пироги. Ну, не знаю, у меня в прошлом году получился он не такой густой. Вы сами видели, недавно я пироги пекла. Много намазать просто нельзя было в пирог. Так что сейчас еще спросила девочек. Жалко, я не могу спросить вас. Вы ответите, будет уже поздно, но все-таки напишите, может быть, какой-нибудь хороший густой джем, без агар-агара, если можно. В принципе, у меня и агар-агар есть. Не знаю, ну посмотрим, короче говоря. Сейчас я быстренько перемою эту посуду.
Так, теперь, друзья, промою клубнику для компота. Вода почти закипела у меня. Вот так вот проходят мои дни. И поэтому, в принципе, одно на другое, то туда, то сюда, то приехать, то приготовить. И, конечно, не всегда успеваю задуманные утром, запрограммированные сделать. Потому что бывают непредвиденные обстоятельства, еще что-то. Вот. Знала бы, вот повторюсь, что сегодня мне надо куда-то ехать, клубнику бы не покупала. Так, ну все, друзья, вы видели, что я клубнику промыла. Теперь быстренько, вода уже у меня кипит. Положим нашу клубнику. Не знаю, я 2-3 года подряд замораживала клубнику, но в этом году хочу хотя бы банок всех ягод, фруктов, которые я смогу купить. Хочу по 10 банок сделать компота, потому что в прошлом году я сделала черешню. Я точно не помню, по-моему, 30 банок, сколько было. Она мне очень пригодилась, потому что у меня иногда не бывает, ну не иногда, в большинстве случаев даже, не бывает времени сварить компот. Вот ягод было замороженных очень много, но вот именно сварить я их не успевала. Сами знаете, что по каким критериям это у меня не получалось. Поэтому меня очень хорошо спасали вот эти вот банки готовых компотов, потому что, во-первых, не всегда же у меня сваренный стоит компот, а вдруг бывают гости. И я, в принципе, никогда не покупаю сладкую. Другим хватит тебе, ты уже почти ведро сожрал. Хоть эти очищенные мои оставь. Ну, клубнику кидайте сколько хотите, друзья. Я никого не учу, на каналах очень много кто так. Ну, где-то полкилограмма, наверное. Чем больше клубники, то тем меньше будет сока. И я вам скажу еще, друзья, что чтобы, какую бы ягоду, какие бы фрукты, из каких бы фруктов я не варила компот, мои никто не ест вот именно ягоды и фрукты. Только вот пьют компотик. Единственное, Аишка и Мухаммед обожают вишню, черешню из компота. Так, хоть бы немножко дождь идет. Хороший бы дождь прошелся, потому что мы и поливать не успеваем. Тут палисадники я прополоть не успела, как видите. Тимоми золотой. Покажи, как они у меня садятся на ночь. В коробку эту большую. Вот так вот она съезжает. Маленький Тимоми золотой. Ают. Вот так вот вечером они сами туда собираются. Одна вообще прям на ней. И сидят. Тимоми золотой человек. Было их 15, кого, если помните. 14 штук, один. И то по моей вине. Когда еще был маленький, я на коробку положила сеточку такую. Эта сетка на них упала. И одна у меня от них ушла. Сдохла. Ну, прям, надо было опять обязательно так, причем голошеечка была. А я, вы знаете, что люблю голошеек. Какой ты грубый, а? Зачем? Голошеек еще резать удобнее. Прекрати! Теперь надо. Сац, прекрати. Нельзя так. Сейчас тебе напишут, что ты у нас живодер. Ибрагим, и ты говоришь, надо, чтобы 10 банок. Там стоят в холодильнике, я оставила. Так, ну надо было чуть-чуть побольше, чтобы клубники. 10 банок вряд ли не получится, наверное.
У нас под навесом что-то, не знаю, лампочки замкнули. Электрика звала, так и не дозвалась, не знаю что. Так что будет темнеть, наверное, здесь и не снимешь. Но в эту баночку не так уж. Ну ничего, пусть будет поменьше, да? Хотя у меня есть клубника там для варенья, которую я оставила. Все, теперь я их поставлю сюда. Чтобы туда-сюда кипяток не таскать, я их сюда поставлю. И совсем забыла на каждую баночку по дольке лимона. Сегодня, к сожалению, на рынке не было мяты. Хотела в этом году еще с мятой сделать. Правда, я никогда не делала, но я сама не люблю мяту. Я люблю. Да, мальчики любят, особенно старший сын. То, что ты любишь, я, в принципе, и не знала. В Сочи она росла просто так дико. Как трава, да? Да. Я ее несколько раз сажала, у меня не растет. Так, сейчас закинем, посмотрим. Вообще-то их закидывать не надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А, все, да. Больше не надо, даже слишком много порезала. По одной дольке на баночку. Каспер, будешь лимон? Да он что угодно кушает. Он что угодно кушает. Что, проголодались? Котяры? Котяры? Так. Ибрагим, крышки принеси, пожалуйста, я там поставила на плите. Убери его. Так. Крышки я тоже простерила. Ой, разорвала. Крышки не одену, ничего не вижу. Перелила. Аромат какой идет. Давай. Компост, значит, я залила. Будем ждать полчаса, пока он остывает. За это время я помыла клубнику. Это уже для варенья. Но у меня есть еще одна партия, которую надо помыть.
но я ее не успею, потому что эфир уже скоро будет. Сейчас я буду делать варенье. Значит, немножко посыплю сахаром вниз. Не все. И сейчас взвешу клубнику. Килограмма. Так, здесь насколько? 80. Так, клубничка, конечно, для варенья. Может быть, я ее пополам порежу. Она же маленькая. Ну, просто некоторые большие не буду я ее резать, пускай будет как есть. Так, 2 килограмма я сказала, да? Угу. А нет, Фантара стоит 280. Ну ладно. И кило 300 будет, да? Так, 300 получается. Так, сахар. Еще надо принести. Короче, у меня сахар килограмм на килограмм. Вот так вот засыплю сахаром. И до конца эфира она у меня постоит. А из того я хочу все-таки сделать джем. Но это будет не скоро. Поэтому я оставлю в холодильник. Опять поставлю. Вроде бы за эти 2-3 часа, что я была у Заловки, с ней ничего не произошло. Я ту мыть не буду. Хотела совсем по-другому, друзья. Но вот как всегда, получается, как всегда. Ну ничего, еще буду пробовать, наверное. Еще, может быть, одно ведро куплю. Посмотрим. Ну, как суждено. Как мне было суждено, так и будет. Так, сюда нужно еще сахар засыпать. Все, снимать пока больше некогда нам. Подключимся, когда будем закатывать компот. Наверное, Ибрагим сейчас будет заряжать телефоны наши, готовиться к эфиру. Вот так вот будет варенье. Потом покажу. Надо будет после эфира прокипятить 5 минут и оставить уже до утра. 3 раза по 5 минут. И попробуем, что получится. К сожалению, у меня нет... Вот были раньше эти тазики такие для варки варенья. Но он у меня пропал куда-то. Я не знаю, куда он делся. Надо будет купить. В этом тазике, как он называется? Не помню. Алюминиевый, по-моему, да, тазик. В нем удобно варить варенье. Ну, пусть будет в этой кастрюле. Тут вроде бы не так уж много. 3 килограмма клубники только. Все, надо еще сахаром засыпать. Все. Так, давай, заряжай свои инструменты. Так, друзья, если я камеру не наклоню, то у меня в стекле там все буквально видно. Я без хиджаба. У нас очень жарко и душно. Поэтому больше снимать себя не буду. Просто косынку повязала сзади. И значит, сейчас по ходу буду все это делать и с вами разговаривать. Так, не знаю, микрофон, правда, я не одела. Но должно быть меня хорошо слышно. Значит, вот. Сейчас быстренько вылью сюда компот наш, чтобы он закипел. За это время, после эфира, я быстро подоила корову. Это было самое главное, что мне нужно сделать. И по-быстрому сделала ужин. Просто отварила манную кашу, домашний сыр, чаек и все. Правда, запоздалый ужин и для меня, да и для всех нас, но как получилось. Частенько это получается, друзья, что ужинаем мы поздно. Так что вот так вот. Теперь вот быстренько закатаю компотик. Сейчас покажу вам, на какой стадии там у меня варенье. Хорошо вышел сок. Прокипячу это варенье. И вот сейчас раздумываю, что мне делать. Еще чашка клубники. Что мне с ней делать? Хотела повидло сделать. Джем, повидло. Ну, чтобы что-то густое было. И обязательно, чтобы можно было в пироги и в булочки. Ну, вот не знаю. Я нашла в ютубе рецепт. Вроде бы говорят, что пишут, что так делали, получается вкусно и не жидко. И показывается там, что это не жидко. Ну, посмотрим. Так, покажу в обход, чтобы что-то решить. Так, цвет красивый получился.
получается сладкая водичка похоже, да? Но все равно намного полезнее, чем этот сок покупной в пакетах. Неизвестно из чего сваренный и сделанный в концентрат. Потом опять его разбавляли водой. И всякие ешки, мышки, чтобы все это не пропадало. Все-таки домашний компот намного вкуснее. Конечно, если клубничка еще своя была, ну, может быть, у меня все-таки скоро будет своя клубника, чтобы мы ее хотя бы немножко и компота, и варенье варили. Удобрила я и клубнику свою на днях. Моя, которая у меня прям была старая, мы понемножечку собираем каждое утро там, или вечером. Короче, кто куда, кто быстрее попадет, тот и съедает клубнику. Жалко, малышей Мадина пока не привозила, как начала созревать эта клубничка, чтобы они домашнюю поели, не покупную. Эту клубнику, конечно, все равно, ну, хотя я уже свою тоже удобряю. И удобряют, и брызгают, и прыскают. Так что вот так вот. Ну ладно, сейчас все это вот так вот туда налью и потом подключусь. Так, друзья, сюда зашла, я вам, если помните, говорила, что у меня под навесом нет света, не включаются мои лампочки, не знаю, что это такое. Сейчас вам просто покажу, наверное, вот так вот. Видите, как темно. Поэтому просто ради того, чтобы снимать, я занесла это все сюда. Ну, сейчас ночью уже не так тепло, но все-таки и тепло. Но я бы сейчас там нормально не увидела бы, что делать, как делать. Поэтому вот, и одна банка у меня туда не зашла, потому что та кастрюля у меня до того, как я налила сюда воду, была большая, но большая здесь будет неудобно. Но ничего, эту одну банку я поставлю отдельно поменьше в кастрюлю и вскипячу. Так, значит, боюсь, что у меня будет видно опять в этом стекле. И на одну банку 220-250 грамм сахара примерно я кладу сейчас, потому что я посмотрела по рецепту. Не знаю, но я попробую на сладость потом. Обычно я кладу 2,5-2 стакана на банку, но это уже получается больше, намного больше. Но сейчас посмотрим, потому что клубника все-таки ягода сладкая, слишком сладкая тоже не надо. Но у меня мальчики говорят, что этот компот был очень сладкий. Так что вот так вот. Да, вот сейчас засыплю сахар. Некоторые сыпят прямо в банки. И потом заливают кипящим вот этим вот, можно сказать, рассолом или я не знаю как. А я хочу все-таки, пускай закипит сахар вместе с этой водичкой. Вот. Я рассчитала, сколько там на 9 по 220. И вот так. Так, теперь я будем ждать, пока закипит вода наша. Пока включу вытяжку и выключу телефон. Ну вот я продолжаю уже возиться со своей клубникой. Нарезала вот так вот клубнику. Посмотрела на канале опять-таки у Любы Ким, да, Шиндер-Мендер. Вот там вот делалось, как она делала. Попробую, посмотрю, не знаю. По комментариям читала, что получилось у многих. Потом еще на один канал, сейчас не могу вспомнить, просто честно не могу вспомнить, какой канал я смотрела. Там тоже то же самое она делала. Писали в комментариях, что это у Любы Ким, то все. Короче, не знаю, без разницы. У кого? Ну, я попробую, посмотрю. Просто из-за того, что в комментариях было написано, что получился джем густой. Ну, посмотрим. Здесь вот сахара поменьше, потому что, ну, я еще один посмотрела рецепт. Там практически то же самое, но сахара больше на килограмм клубники. Вот не знаю, я, конечно, не уверена, что это будет сладко и вкусно. Не знаю, посмотрим. Здесь на килограмм, короче, не буду долго мутить. На килограмм клубники 200 грамм сахара только. У меня тут 2 килограмма клубники и 400 грамм сахара. Ну, посмотрим. Перемешаем, чуть-чуть постоит. Вообще-то клубнику надо было мыть, когда я еще не очищала от этих вот зеленых штучек. Но
тогда бы я не успела, мне надо было ехать, и поэтому я удалила сначала плодоножечку эту, потом только помыла. Что сейчас? У меня там стоит кастрюля на плите, места нет. Немножко пусть постоит, и потом прокипятим. Просто мне еще вот клубника, так видно, да, вот еще клубника. Вот не знаю, варенье из нее сделать или джем. Если бы я знала стопудово, что джем получится такой, как я хочу, конечно, я бы сделала джем. Ну, посмотрим. Походу посмотрим. Так, все. Сейчас освободится плита, и поставлю сразу и это варенье. Вот это вот, видите, уже много сока выделилось. Поставлю кипятить. Так вот, друзья. Ну вот, друзья, закатала я 9 банок. Было 10, как вы знаете, но у меня с 10-й получилась накладочка. Я закатала ее, перевернула, и крышка просто вылетела. Я не знаю, что с ней было. Но полбанки я потеряла. Просто выпьем. Смотрите, как спит мой моська. Теперь будем за вареньем смотреть. Так, вот варенье. Все, выключаю. Оно поварилось у меня 5 минут. Вот и все. Теперь его оставим до завтра. Здесь у меня джем. Он у меня закипел. Теперь будем его часто-часто мешать. Так, перелила я немножко компотик. Видите? Эту большую кастрюлю потянула, чтобы порог по центру поставить, и он у меня перелился. Так что, понимаете, и такое бывает. Что теперь поделать? Так, ну вот. Как всегда, получилось не так, как я хотела бы, и снимать, и готовить. Зато как есть. Так, друзья, значит, это варенье я уже прокипятила один раз, оно у меня выключила, должно остыть. Вечером еще раз. 5 минут варилось. Еще раз посмотрим. Но пока, конечно, оно жидкое. Не знаю. Посмотрим. Ну, обычно я варю точно так же. Практически точно так же. Но по времени варю больше. Пока оно немножко не уварится и не загустеет. А у нее, у Любы, по 5 минут 3 раза говорится. Посмотрим. И теперь вот еще одно. Вчерашнюю я засыпала вчера. И легла. Хотела, конечно, повидло из него сделать. Ну, повидло, джем. Но сварим варенье. Короче, сейчас поставлю. Точно так же в 3 приема. Так, ну и вот, друзья. Третий раз закипает варенье. И по 5 минут. Сейчас я его отключила. По 5 минут оно варится. Оно сейчас немножко остынет. Даже, ну, чуть хорошо должно остыть. Потом я разлью по банкам. Вот так вот. И сейчас я не смогла найти съемку, которую я показывала, сколько я купила клубники. Это было больших 3 ведра. Не знаю, что-то у меня или удалилось, или я не снимала. Я еще оператор тот. Короче, вот как видите, ягодка к ягодке, ничего не разварилось. И вот после второго раза мне понравился сироп, что он не был таким вот очень жидким. Сейчас остынете, посмотрим. Обычно у меня бывает немножко чернее, я больше варю, но вот так вот. Посмотрим. И пенку я не снимала. Ну вот, друзья, повидло у меня, ну, джем, повидло уже сварено. Как видите. Вот повидло нужно заливать в горячем виде, а варенье в холодном виде. Поэтому вот повидло я, ну, джем я остудила. Как видите, оно получилось густое и, ну, вот с такой текстурой, прям чувствуется немножко ягода, но все-таки это не варенье, да? Ну, можно и так, можно и блендером пробить, посмотрим. Может, еще, если получится, я еще немножко сварю, потому что джема, конечно, получилось очень мало. Так, не хочу ставить штатив. И сейчас я покажу вам, как у меня варенье я вынесла. Сварилось уже обе кастрюли. И я вынесла остужать, чтобы варенье остыло. Потом буду заливать в остывшем виде. А сейчас я покажу вам, как я... Сейчас, минуточку. Вот, я
специально взяла, чтобы посмотреть, когда остынет, какое оно получается. И смотрите, оно еще не полностью остыло, конечно, но и не горячее. Вот оно, варенье. Цвет красивый, не очень жидкое. Но я вам буду показывать, когда буду заливать, сколько там сиропа. Все, никакого сиропа я не выливала, если что. Мне понравилось, видите, и не черное. В прошлом году я варенье варила, оно у меня прям черное было, темное. А это прям вот светленькое и вкусное очень, ароматное. Так что вот так вот. Так, ну вот, друзья, получилась у меня 700-граммовая баночка джема. Вот столечко еще осталось. И мне понравился, и джем понравился, и понравилось варенье, если что. У меня не получилось снять, как я хотела, и не получилось сварить и все сделать это за раз, красиво снять, преподать для вас. Но если хотите, если вам интересно, зайдите к Любе Ким на канал, там она вот от начала до конца полностью показывает, рассказывает. Все очень даже хорошо. И ну вот как-то так, друзья. Потом я залью варенье, когда остынет, и покажу, сколько у меня получилось. Ну вот, друзья, разлила я и закатала банки с вареньем. Получилось 9 баночек. Как видите, варенье очень красивое. Правда, прям вот, не знаю, видно или нет, цвет очень красивый. Не темное, как обычно я делаю. И смотрите, вот сока, отдельного сока вообще ни в одной банке нет. Полностью все вот, как видно, ягоды, сок одинаково. Видите, до конца одинаково в баночке. Вот такое вот красивое варенье получилось. Хотела снять вам один мой день, но получается чуть-чуть больше. Второй день занял у меня варенье, потому что в один день не получилось его сварить. Да и по-любому ни у кого не получится, потому что в 3 приема надо варить. Но практически без варенья остальное все у меня один насыщенный день. Вот так вот у меня получается спонтанно все. Надо бывает в гости поехать, на рынок поехать или гостей встречать. Короче, планировать у меня что-то практически ничего не получается. Ну вот как-то так, друзья. Всех благ вам, мира и благоденствия.